Война не кончится, пока не похоронен последний солдат. Эта фраза великого русского полководца Суворова сегодня является руководством к действию для всех поисковых движений. Именно с этих слов Ингушетии открывается межрегиональная вахта памяти «Северокавказский фронт-2019». Память о героических военных годах, о каждом, кто приближал победный час 45-го, священна для всех народов. Как отметили гости мероприятия, именно поисковики, работая на местах бывших сражений, создают искреннюю, правдивую историю. И вы, поисковики, своим благородным трудом восстанавливаете, поднимаете солдат, восстанавливаете их имена, восстанавливаете честное имя защитника Отечества. Формулировка «никто не забыт, ничто не забыто» не просто там набор слов. Это веление наших сердец, это наша память. Это говорит о том, что мы с вами помним все это. Сегодняшнее мероприятие показывает, что люди здесь сегодня собрались неравнодушные, которые переживают за то, чтобы донести те страдания, ту боль и тот подвиг, который наш народ, советский народ этой многонациональной страны внес ту победу в Великой Отечественной войне. Войне, которая была самой кровопролитной в истории человечества. И наш народ с достоинством победил в этой страшной войне. И сегодня то, что вот мы сегодня собрались, именно вот сегодня мероприятие, которое будет и сегодня проходит, и далее будет проходить, это все именно вносится лепта в то, чтобы на самом деле никто не был забыт и ничто не было забыто. Отдать долг героям Великой Отечественной в республике собрались порядка полсотни поисковиков из Ингушетии, Чечни и Осетии. 10 дней эти парни и девушки будут обследовать землю у Тверского хребта, где шли ожесточенные бои за Кавказ. Осенью 1942 года немецкие войска, усилив моздокскую группировку танковой дивизии, перешли в наступление, пытаясь прорваться к самому короткому пути на Грозный и Баку. Но дальше Малгобека продвинуться не смогли и были вынуждены перейти к обороне. Вот у нас были живые 2 участника войны, которые в этой дивизии воевали. И они вот рассказывали то, что 17-летними их взяли в армию, потому что немец прорвался, и вот как-то надо было закрыть это место, и они постарались собрать и отдать отпор немцев. Конечно, мы там видели где-то 120 тысяч написано погибших, но это не та цифра, которая есть, потому что вот копая вокруг Тверского хребта с той и с этой стороны, мы находим очень много. В прошлом году мы в Моздоке захоронили, в Моздокском районе 53 воина, которые нашли тоже на Тверском хребте, но, к сожалению, без имен и фамилий. Работа у поисковиков предстоит сложная, километры пешком и сотни вырытых ям. Аккуратно, чтобы не повредить останки и личные вещи. Порой опознать героя удается даже по инициалам на прошитой саперной лопатке. На счету у Садама Бишиева десятки таких находок. Куратор поискового движения Чечни надеется, эта вылазка тоже станет удачной. Северокавказский фронт поисковой экспедиции – это уже 3-е мероприятие для наших ребят. До этого они принимали участие в мероприятиях, проводимых в Чеченской республике. Я думаю, здесь они получат хороший опыт этой работы и смогут его применить для дальнейшей работы. Наша задача – найти как можно больше исторических следов и, если получится, увековечить память о тех бойцах, которые принимали, о воинах, которые принимали участие в военных сражениях на территории этого района. Северокавказский фронт-2019 включает в себя комплекс мероприятий. Среди них поисковые экспедиции, благоустройство воинских захоронений, проведение выставок и патриотических акций, связанных с увековечением памяти погибших защитников Отечества. Для Софии Узиевой это очень волнительный момент, ведь в поисковых работах она будет участвовать в первый раз. Для меня это волнительно, мне очень хочется туда побыстрее отправиться, чтобы найти хотя бы что-нибудь. Это очень важно, чтобы именно в этих поисковых бригадах участвовали молодые люди, чтобы они могли узнать историю своих дедов,
историю войны, насколько это у нас были это трудные времена, через что мы прошли, наши деды, через что прошли, чтобы отвоевать нашу территорию, чтобы наша молодежь и наше будущее было более свободное. Проведению поисковых работ предшествовала предварительная исследовательская работа в Центральном архиве Министерства обороны России, в ходе которой были изучены множество документов, в том числе журналы боевых действий, политдонесения и отчетно-боевые карты. Выявлены и места, где Красная армия вела бои с немецкими захватчиками осенью 1942 года. Экспедиция проводится в рамках реализации проекта «Ушедшие в бессмертие». С марта по сей день нами проведены уже 4 полевых экспедиции на территории Республики Северная Осетия, Алания, на территории Республики Крым, на территории Ленинградской области, на территории Псковской области, где мы принимали участие. Непосредственно с участием и организацией нашей работы поисковиков, наших поисковых отрядов за период этих полевых экспедиций обнаружено, эксгумировано и захоронено уже на сегодняшний день останки 176 солдат и командиров Красной армии, в том числе 3 солдата вермахта. Это первая масштабная полевая экспедиция, которую чеченские поисковики организовывают и проводят в тесном взаимодействии с нашими и осетинскими поисковыми движениями. Ее организация включает в себя и ряд просветительских мероприятий для школьников. Вечером будут мероприятия в актовом зале, будут документальные фильмы, ребята будут смотреть. По ходу планируется, чтобы провести экскурсию во время экспедиции, провести экскурсию юной армии, чтобы дети видели, где бои проходили, и чтобы они сами почувствовали атмосферу вот этих боевых действий и мест, где проходили боевые действия. Поисковые работы начнутся уже завтра, так что можно ожидать, что совсем скоро в списках солдат-освободителей появятся новые имена и детали. Жирадат Хулухоева, Рахман Цуров, Новости 24.